Здравствуйте, ребята. Давно мы с вами не виделись. И за это время у меня накопилось много-много сказок для вас. И одну из них я сейчас вам расскажу. Ну что, готовы меня слушать? Садитесь поудобнее. Сказка начинается. Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой. Да не нашла, а пришла в лесу к домику. Дверь была открыта. Она посмотрела в дверь, видит, в домике никого нет, и вошла. А в домике этом жили 3 медведя. Один медведь был отец, звали его Михаил Иванович. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше, и звали ее Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведя не было дома, они ушли гулять по лесу. В домике было 2 комнаты, одна столовая, другая спальня. Девочка вошла в столовую и увидела на столе 3 чашки с похлебкой. Первая чашка, очень большая, была Михаила Ивановича. Вторая чашка поменьше была Настасьи Петровны. Третья синенькая чашечка была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка, большая, средняя и маленькая. Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки. Потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки. Потом взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки. И Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех. Девочка захотела сесть и видит у стола 3 стула. Один большой, Михаила Ивановича, другой поменьше, Настасьи Петровнин, а третий маленький, с синенькой подушечкой, Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала. Потом села на средний стул, на нем было неловко. Потом села на маленький стульчик и засмеялась. Так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колени и стала есть. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле. Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в другую горницу. Там стояли 3 кровати. Одна большая Михаила Ивановича, другая средняя Настасьи Петровны, третья маленькая Мишуткина. Девочка легла в большую, ей было слишком просторно. Легла в среднюю, было слишком высоко. Легла в маленькую, кроватка пришлась ей как раз в пору, и она заснула. А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Большой медведь взял чашку, взглянул и заревел страшным голосом: «Кто хлебал в моей чашке?» Настасья Петровна посмотрела на свою чашку и зарычала не так громко: «О,
Кто хлебал в моей чашке? А Мишутка увидел свою пустую чашечку и запищал тоненьким голоском. Кто хлебал в моей чашке и все выхлебал? Михаил Иванович взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом. Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места? Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко. О, кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места? Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал. Кто сидел на моем стуле и сломал его? Медведи пришли в другую горницу. Кто ложился в мою постель и смял ее? Заревел Михаил Иванович страшным голосом. Кто ложился в мою постель и смял ее? Зарычала Настасья Петровна не так громко. А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тоненьким голоском. Кто ложился в мою постель? И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его режут. Вот она! Держи! Держи! Вот она! Ай-яй-яй! Держи! Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Оно было открыто. Она выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали ее. Вот какая Маша невоспитанная! Зашла в избу без стука, поела без спроса, а стульчик Мишуткин сломала. Ой, хорошо, что медведи ее не догнали. Не знаю, сказка чем закончилась бы. Ой, ну, мне пора. И вам тоже пора спать. Спокойной ночи, ребята. До новых встреч.